Не будем забывать, что влюбленность — это химия. Это играют в человеке гормоны, но у любой химии, у любых гормонов есть свойство в какой-то момент заканчиваться, так ведь? Внимание! Личный состав. Запишите информацию по факту бытового насилия. Самое главное для любого человека — это, конечно, прежде всего защитить права детей и женщин. Потому что каждый такой факт, он является резонансным. Когда мы общество спрашиваем, интересуют факты, связанные с наркоторговлей, угонами транспорта и так далее. Но вопросы бытового насилия — это такие вопросы, которые затрагивают каждого. Потому что у каждого есть семья, у каждого есть супруга, родители, дети, братья, сестры. Поэтому проблема, связанная с бытовым насилием, это проблема, которая всегда была, она есть и всегда будет. Ну, как вы знаете, согласно Конституции нашей страны, жизнь, права и свобода гражданина являются основными ценностями. И вопрос защиты прав человека, конечно, орган внутренних дел является основным государственным органом. И насколько эффективно в этом плане будут работать государственные органы, правоохранительные органы, настолько будет и по высоким уровнем защищенности в семьях права детей и женщин. Полицияны қоғам солдат ретінде немесе робот ретінде қабылдайды да. Мысалы, біз 24/7 режимде жұмыс істейміз. Менің түнгі уақытта телефоныма, жеке телефоныма хабарласқан әйел адам, мысалы, жылап звондап тұр, жылап қоңырау шалып тұр. Маған көмектесіңізші, баратын жерім жоқ, жалаң аяқталада тұрмын деп. Сондай моментте мен жоқ, мен қазір демалып жатырмын, мен сізге көмектесе алмаймын демеймін. Мен ұйықтап жатсам да атып тұрам да, жаңағы бүкіл көмекті максималды түрде жеткізуге тырысамын. Говоря о бытовом насилии, хотел бы отметить, что в общей регистрации всех преступлений их доля невысока, составляет всего лишь 1% от всех зарегистрированных преступлений. Но, тем не менее, каждый факт насилия над женщинами и детьми общество у нас воспринимает крайне эмоционально. Каждый факт является достаточно таким резонансным. И тут же начали его избивать. При этом серьезно пострадала санитарка больницы. В таком состоянии 1,5-годовалую Тамирис мама забрала из детского сада. Стояли в стороне и снимали избиение на камеру. Позже выяснилось, драка произошла в Актюбинской области. В этом черном пакете были наручники, изолента, бечевка. Я стала просить, умолять, пожалуйста, отпустите меня, все будет хорошо. Спецификой бытового насилия является высокая латентность этих преступлений. Потому что, как правило, все эти преступления совершаются у нас в помещениях, в семье, где нету свидетелей. И более того, потерпевшие не хотят выносить, скажем так, выносить ссоры из избы, выносить на всеобщее обозрение то, что творится у них в семье. Сенім телефонына хабарласқан әйел адам айтып тұрды,
үйдө кейкилжиң болду, күйөөбүз экөөбүз уруштук. Сосын кийин кыр жуулуп болгон соң автоматтагы кирлерди алып дализге жаюуга шыккан кезде карап ойлонуп калыпмын деп. Сол кезде күйөөм келип нагып турсуң. Сон жай турум десе, сон төмөн жакта өтүп бара жаткан жигит сенин жигитиң, сен ону менен башка бир байланышың бар деп, сол жерде кызганычтын кесиринен айелинин шашын такырлап алып таштаган жагдай болгон. В вопросы, связанные с конфликтами в семьях, полиция как таковая вмешаться не могла. Потому что административный кодекс нам позволял ставить вопрос об ответственности только когда это совершалось вне жилых помещений, либо же это было связано только лишь с нанесением каких-то там телесных повреждений. А вот, допустим, вопросы, связанные с совершением каких-то семейных скандалов, скажем так, когда приходит пьяный муж домой, крушит дома, скажем так, домашнюю утварь, посуду и так далее, мы на такие вещи повлиять не могли. Вот я сам работал участковым, в таких случаях на такие вызовы мы просто приходили, проводили беседу, максимум могли забрать этого правонарушителя из дома на 3 часа, провести с ним профилактическую беседу, после чего он заново возвращался и порой совершал более, скажем так, тяжкие правонарушения. С принятием отраслевого закона, скажем так, вынесение защитного предписания – это документ, который выносится органам внутренних дел и которым запрещается правонарушителю преследовать, вступать в контакты с потерпевшим любым образом, хоть по телефону, хоть лично. Ему запрещается владеть огнестрельным оружием. И, скажем так, особенно защитное предписание в том, что оно выносится даже в случае, если самого факта бытового насилия еще нету, но есть угроза совершения этого бытового насилия. То есть, допустим, потерпевший может сказать, вот, вызвать полицию, сказать, вот он на меня стал наезжать, стал на меня кричать, стал размахивать руками, он меня еще не ударил. Но я чувствую, что этот конфликт, этот скандал просто так не закончится. В этих случаях с согласия потерпевшей сотрудник органа внутренних дел может вынести это защитное предписание сроком на 30 суток. И в любое время она любым способом может сообщить полицейскому. И за нарушение вот этих установленных защитным предписанием ограничений правонарушитель будет привлечен к административной ответственности вплоть до административного ареста сроком до 5 суток. В случае, если уже совершено бытовое насилие, оно у нас, если в рамках административного кодекса мы будем брать, это противоправное действие в сфере семейно-бытовых отношений, как я сказал, когда дома приходит, начинает устраивать скандал, разбивать домашнюю утварь, скажем так, проявлять явное неуважение присутствующим в доме. После этого вторая статья – это у нас нанесение легкого вреда здоровью, то есть когда уже связано с нанесением уже каких-то телесных повреждений. И третья статья – это у нас нанесение побоев. То есть побои – это когда причиняется, скажем так, боль, но без причинения физического вреда здоровью, то есть пощечина, к примеру. Вот. Это у нас вот 3 статьи, которые у нас именно самые рабочие статьи именно в сфере профилактики семейно-бытового насилия. И в случае, как я сказал, что если уже совершается правонарушение в сфере семейно-бытовых отношений, то есть уже произошел, скажем так, нанесение телесных повреждений или побоев, то сотрудником полиции, участковым инспектором полиции собирается соответствующий материал, направляется в суд, и в суде уже помимо привлечения его к ответственности за совершение этих административных правонарушений по ходатайству органа внутренних дел, а с декабря 2019 года и суды уже самостоятельно могут устанавливать особые требования к поведению правонарушителя. Биылғы жылы қаңтар айында
осы біздің Алматы ауданында мынандай бір өте қайғылы жағдай орын алды. Бұнда да заңды некедегі ер мен зайыбы ері әйелін өзім көзіме шөп салады деп күмәнданады, сөйтіп ойлайды. Сол себепті әйелінің екеуінің ортасында кикілжің орын алған. Артынша медициналық мекемеге барамыз, тексерілеміз дейді. Сол медициналық мекемеден шыққаннан кейін әйелін 42 жерден пышақтап өлтіреді. Үйге келгеннен кейін үйде алдынан енесі қарсы алады, қыздың шешесі. Ол кісіге 29 жерден пышақ салады. Сосын сол жерден шығады да досына барады. Да мен осылай әйелімді өлтірдім, енемді өлтірдім дейді де, машинаға келеді де өзінің кеудесінің сол жағына, жүрек тұсына пышақ сұғады. Сөйтіп бір күнде 3 адамнан біз айырылған жағдай болды. Бұндай жағдайда 102 каналына бірде-бір рет қоңырау шалмаған, полиция органдарына хабарласпаған, ал артынан сұрай келе отбасындағы басқа да мүшелерден араларындағы болған кикілжің 1 жыл емес, талай уақыт болып келе жатқан, бірақ анасы сол зорлық-зомбылыққа шыдап келген екен. В части именно бытового насилия тоже нужно понимать, что каждый вызов, а именно связанный именно с бытовым насилием, это сложность в том, что половина таких бытовых правонарушителей, они совершают это бытовое насилие в состоянии алкогольного опьянения. Из моей практики, допустим, тоже выезжал на семейный дебош, там мужчина находился тоже в состоянии алкогольного опьянения, и, допустим, он меня кинул топором. Успел увернуться, и топор надо мной пролетел. То есть, когда заходишь, как бы следишь за собой, стараешься действовать правильно, и только уже спустя время какой-то адреналин такой в организме поднимается от осознания, что этот топор мог там буквально на 10 сантиметров ниже пролететь и разрубить тебе голову. Жұмыс істеу ауыр, өйткені осындай состояниеден шыға алмай, сол жүкті өзіңмен бірге үйің апаруың әбден мүмкін, мысалы. У нас есть специальная, скажем так, особая тактика в части работы с правонарушителем. То есть ты всегда его должен держать, скажем так, в зоне своего внимания, чтобы он никогда не заходил тебе за спину, чтобы за спиной у тебя никто никогда не стоял. То есть всегда иметь какие-то пути отхода, заранее смотреть, что у него в руках, примерно предполагать, что-то у него есть в кармане. С момента уже как зашел, то есть принять все меры для того, чтобы в первую очередь, конечно, обеспечить свою безопасность и безопасность рядом находящихся людей. Құтқарушылардан ешқай жеріміз кем емес қой, бізден де құтқарушылар зілзалалдан, өрттен, судан құтқарып жатса, біз адамдардың өміріне, денсаулығына құтқарушы болып, сондай рөлде қызмет атқарып жатырмыз. Все нормально будет, девушка! Не надо, девушка! Стабек, Стабек, держи!
Центр 108 норма. Группа направьте сюда. Указом президента посмертно был награжден орденом Айбын третьей степени полицейский, защищавший людей от дебошира с ножом. Благодаря сержанту Дархану Базарбаеву второй шанс на жизнь получила семья из 4 человек Костанайской области. Во время задержания пьяного преступника полицейский был смертельно ранен в сердце. Удар ножом нанес мужчина, который незадолго до приезда патрульного наряда угрожал расправиться со своими родственниками. Последние до приезда экипажа удерживали дебошира. Я как считаю, что уже в школьном возрасте уже давать какие-то там уже знания уже более там в части репродуктивного здоровья. И уже, возможно, уже в течение школьного периода, возможно, даже и в период студенчества, нужно прекрасно довести до каждого человека, что он должен четко осознавать, что рано или поздно он будет вступать в брак с каким-то человеком, но он к этому уже должен быть готов. Мысалы, пандемияда карантиннің кезінде сәуір айында 7 айлық аяғым ауыр далада жалаң аяқ тұрмын, бір ғана көйлекпен жолдасым екеуміз кикілжіңге келіп қалдық деп телефон шалып тұрды қыз бала. Мысалы, мен оны түн ішінде дағдарыс орталығына орналастыра алмаймын, өйткені дағдарыс орталығы ол кезде жабық болды карантинге, ковидқа байланысты. Басқа орналастыратын жер жоқ. Сосын волонтерлік ұйымдарға шығып, осындай тез арада көмек керек дегенде, арасы бір 30 минутқа жетпей, волонтерлар барып, ол қыздың тұрған жерінен алып кетіп, 2 күнге пәтер жалдап беріп, 2 күннен кейін жолдас екеуі қайттан тартыласып, өз үйлеріне қайтып барды. Не будем забывать, что влюбленность – это химия. Это играют в человеке гормоны, но у любой химии, у любых гормонов есть свойство в какой-то момент заканчиваться, так ведь? И когда это все заканчивается, самое главное, чтобы человек, с которым ты живешь, это был единомышленником, чтобы у вас были какие-то общие взгляды на какие-то события, общие идеи, общее, возможно, где-то даже хобби. Менің алдыма келген, менен көмек сұраған, жалпы біздің бөлімшеден көмек сұраған жұптарға менің айтатын ұсынысым былай. Қазір бізде адамдардың ортасында қарым-қатынас, мәмілеге келу, сөйлесу, коммуникация дегеніміз кенже қалып бара жатыр. Біз қазір бір-біріміз тыңдаудан қалдық, бір-бірімізбен сөйлесуден қалдық. Осындай проблемалар орын алған жағдайда екі тарап бірге отырып, осы проблеманы бірігіп шешудің жолын қарастырса, егер бірігіп тұра алмайтындай мүмкіндіктің жоғы болса, онда екі тараптар екі жаққа кеткені дұрыс. Себебі олар аман болады. Ал егер бір жақ, екінші бір жақты жаңағындай өлтіріп жатса, сол үшін бас бостандығынан айырылып түрмеге отырып жатса, ертең онда ол отбасында өсіп жатқан балалар бар, олар жетім қалады. Проблема в том, что у нас большинство молодых людей приходят к браку без раздумий, скажем так, на основе каких-то сиюминутных принятия решения. То есть я считаю, к браку нужно все-таки подходить более осознанно, понимать, как я уже сказал, что это не только права, но и обязанности. То есть что в семье, какой бы ты ни был такой широкоразвитой личностью, ну, раз ты вступил в брак, ты должен уметь где-то и свой, скажем так, свой статус, свои какие-то амбиции, уметь их обуздать
и идти в ногу с тем человеком, который ты все-таки выбрал, и идти достойно по жизни.